Ассаляму алейкум, хаумагад. Далее буду говорить на русском, чтобы всем понятно было. Меня зовут Эльмир Мухаметьянов, я являюсь зампредседателя БО «Башкорт». Также я являюсь делегатом 5-го Всемирного Курултая «Башкир». Подчеркну это, я являюсь, так как был в апреле месяце этого года избран на районном Курултае в Гафурийском районе, откуда я родом, одним из делегатов на сегодняшнее мероприятие. Так вот, по поводу сегодняшней ситуации, да, что там произошло в Конгресс-холле Торатау. Сегодня утром я со своей делегацией своего района приехал на регистрацию. Прошел хорошо регистрацию, все нормально. Получил вот такую бумажку, которую получил каждый делегат. И также мне выдали вот такой мандат. Но мне выдали мандат пустой, потому что на протяжении 40 минут мой именной мандат не смогли найти, либо не захотели. Но с такими мандатами я видел около 3-4 людей. Я уверен, что их больше, так что они не дадут мне соврать. На них вот были написаны там ручками, у кого фломастером, фамилия, имя, отчество, откуда они и так далее. То есть это реальный мандат. Так вот, после того, как прошел регистрацию, я поднялся уже в зал заседаний, сам Торатау, да, Конгресс-холл. Пока общался с делегатами, с другими, с гостями, пришел наш председатель нашей организации Фаиль Алсынов. Как только он зашел в зал, его сразу же со всех сторон окружили и начали выводить из зала. Были там полицейские, охрана, еще какие-то люди в штатском. Одного из них вы наверняка узнаете, кто руководил всем этим действием и кто отдавал приказы и распоряжения полицейским, а также другим людям, которые уводили Фаиля. Также, возможно, сможете прочитать его имя и фамилию. Там ниже есть видео насчет этого. Когда увели Фаиля, по мне это вызвало очень сильное возмущение. Как так? Его реально же выбрали на Зилаирском Курултае районом, да, делегатом, одним из двух. И он приехал представить интересы своего народа, со своего района. А его просто не допустили. Письменное отстранение ему не передали. После этого я уже зашел в сам зал заседания, где сидел. Началось мероприятие Курултай, да, начались выступления. И когда речь зашла о делегатах, там уже спикером был Кельсинбаев, когда зашла речь о делегатах, о том, что сейчас здесь находятся самые лучшие представители башкирского народа, и они представляют интересы своего народа, они избраны из народа и народом, мне это показалось полным лицемерием в отношении нас. Такое я уже стерпеть не мог. И вот когда он начал рассказывать про делегатов и спросил из зала, есть ли вопросы и пожелания, я поднял руку и сказал, что да, есть. Для чего я поднял руку? Я вот именно хотел попросить или сказать то, что надо пригласить обратно Фаиля Алсынова. Почему? Потому что его выбрали из народа, его выбрал народ Зилаирского района. Также из нашей организации исключили буквально за несколько дней до Курултая, просто взяли росчерком пера, так сказать, исключили делегата с Учелинского, с Ишимбайского, с Кугарчинского районов. Ну как так? Народ собирается, выбирает своего представителя, делегата, а их по всяким выдуманным причинам просто убирают. Фаиля убрали по причине того, что якобы у него были какие-то незакрытые штрафы, и из-за этого, из-за штрафов. Хотя у него на руках есть все бумажки о том, что эти штрафы закрыты. Просто не хотели, чтобы наши ребята, наши делегаты попали на Курултай. А для чего? Для того, чтобы мы не могли поднять вопросы, которые, на наш взгляд, реально волнуют наш народ. Не только наш народ, а всех жителей нашей республики. Это вопросы земли, это вопросы языка, это вопросы полезных ископаемых, это вопросы клана чиновников, зажравшихся на местах. Вот эти вопросы мы хотели поднять. И мы поднимали эти вопросы на нашем ИИНе, на нашем сходе.
башкир, который прошел 23 июня у подножия Куштау. Это была своеобразная альтернатива Курултаю, на котором любой человек мог приехать и высказать свое мнение, которое он хотел. И люди приехали, около 400 человек приехало к нам. И даже тогда нам пытались помешать провести этот сход, этот иин. Перекапывали там дорогу, поляну, где мы должны были восседать. Там дорожная техника, полиция, сотрудники ДПС, какие-то химическая обработка, лесники, ну там концерт, короче, полный. Можете посмотреть, у нас там ниже есть про это информация и видео. Вот так вот, когда я встал, попросил слово, начал говорить, мне уважаемый Кельсимбаев сказал: тебя не слышно, спустись, пожалуйста, к трибуне, мы дадим тебе слово. И я не просто спустился и пешком пошел, я побежал на всех парах, реально побежал. И когда я уже подбегал к залу, люди, которые меня потом вынесли, навстречу меня пронеслись, они, походу, не сообразили то, что так быстро пришел. Они мимо меня пробежали, я думал, пронесло, пошел дальше, начал идти, зашел в зал, начал идти, и меня просто грубо взяли, скрутили мне руки, подняли и просто унесли из зала. И практически все, кто сидели в зале, кроме одной женщины, сын Рухлы Башкорт Кадыгана, сказала за меня, как я впоследствии узнал, в мою защиту, чтобы мне там дали слово. А все остальные сидели, молчали. Башкорттар. После этого меня начали выводить, передали сотрудникам полиции, также крутили, вертели и так далее. И нас вместе с Фаилем повезли в 9-й пункт полиции, опорный пункт, где на меня написали заявление. И после этого повезли в Кировский суд города Уфы, районный суд, где меня признали виновным в хулиганстве и выписали мне штраф 500 рублей. У меня возникает вопрос, почему же курултайские деятели так боятся деятельности БО «Башкорт»? А потому что мы поднимаем именно те вопросы, про которые я вам сказал до этого. Мы хотели приехать нашими делегатами, и когда пройдет основное пленарное заседание, потом уже на секционных, там же секции должны были проводиться, и на этих секциях уже у нас была резолюция после иина, да, мы хотели эту резолюцию зачитать и внести свои предложения, которые, как мы считаем, актуальны на данный момент. Но какие-то силы против нас. Уаллахи, мы никогда не были против Хабирова. У нас даже ни одного поста нету против него. Ни одного слова мы кривого в его адрес не сказали. Но какие-то люди, которые возле него, видать, что-то про нас нехорошее ему докладывают. Именно поэтому, скорее всего, как я думаю, у него такая реакция на сегодняшние события. Мое сердце реально обливается болью. Наша организация на протяжении очень многого времени старается, чтобы наш народ стал сильнее, стал богаче, стал дружнее, чтобы деревни поднялись, чтобы наш народ Башкортостана, не только башкиры, также русские, татары, чуваши, мордва и так далее, другие народы, которые проживают, чтобы жили мирно, дружно и единой семьей. А те, кто называют меня расистами, уважаемые, у меня жена татарка по национальности. У меня самый близкий друг русский. Также у меня очень много друзей других национальностей. С Кавказа, с Средней Азии, мордва, чуваши, марийцы. И еще меня называете националистом. Нацистом там вы меня называете. Иншаллах, мы придем к единению и сможем жить дружно и придем к процветанию, иншаллах. Зур Рахмат.